Майами победил Бостон в шестом матче полуфинальной серии плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации и вышел в финал турнира. Встреча завершилась со счетом 125-113. Самым результативным игроком матча стал центровой Майами Бэм Адебайо, сделавший дабл-дабл из 32 очков и 14 подборов. В составе Бостона самым результативным оказался форвард Джейлен Браун, набравший 22 очка. Майами выиграл серию со счетом 4-2. В финале ему будет противостоять Лос-Анджелес Лейкерс. Серия стартует 30 сентября. Коронавирусная инфекция обнаружена у футболистов английских клубов. Как сообщает пресс-служба Премьер-лиги, очередное тестирование, которое проводилось с 21 по 27 сентября, выявило 10 новых случаев заражения. В общей сложности тесты сдали 1595 человек. В данный момент все инфицированные, имена которых не разглашаются, находятся на самоизоляции, которая будет продолжаться 10 дней. Ливерпуль на своем поле выиграл у Арсенала в центральном матче третьего тура английской премьер-лиги. Встреча завершилась со счетом 3-1. У победителей результативными ударами отметились Эндрю Робертсон, Садио Мане, а также Диего Жато, для которого эта встреча стала дебютной за мерсисайдцев. Единственный мяч гостей забил Александр Лагазет. Ливерпуль занимает второе место в таблице чемпионата, заработав 9 очков. Лондонцы идут пятыми, набрав 6 пунктов. 1 октября команды вновь сойдутся в очном противостоянии, но уже в рамках 1/8 финала Кубка английской лиги. Футболисты подмосковных «Химок» дома со счетом 1-0 победили столичное «Динамо» в заключительном матче 9-го тура Тинькофф российской премьер-лиги. Единственный мяч на 19-й минуте встречи забил полузащитник хозяев поля Александр Ломовицкий. Эта победа стала первой для «Химок» в текущем сезоне. После 9 туров команда идет на 14-й строке турнирной таблицы, набрав 6 очков. «Динамо» занимает 9-е место, имея в активе 14 пунктов. В следующем матче «Химки» в гостях сыграет с московским «Локомотивом», а «Динамо» на своем поле примут Краснодар. Московский «Спартак» одержал победу над столичным «Динамо» в домашнем матче регулярного чемпионата континентальной хоккейной лиги. Встреча завершилась серией буллитов со счетом 5-4. В составе красно-белых шайбы забросили Сергей Широков, Лукаш Радель, Эмиль Юсе и Робин Ганзел. Победный буллит реализовал Широков. У динамовцев взятие ворот провели Вадим Шипачев, Дмитрий Яшкин, Андрей Миронов и Данил Тарасов. «Спартак» с 9 очками идет на 6-й строке таблицы Западной конференции. «Динамо» занимает 4-е место, имея в активе 13 баллов. В следующем матче «Спартак» на своем льду примет ЦСКА. «Динамо» также дома сыграет с «Трактором». Андрей Рублев поднялся на 12-ю позицию в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов. Улучшить свое положение в списке ему позволила победа на минувших выходных на турнире ATP в Гамбурге. Тогда россиянин в финале выиграл у грека Стефаноса Циципаса со счетом 6-4, 3-6, 7-5. Для Рублева эта победа на турнире ATP стала 5-й в карьере. Что касается лидеров рейтинга, первое место занимает серб Новак Джокович. На второй строке идет испанец Рафаэль Надаль. Тройку замыкает австриец Доминик Тим. Россияне Данил Медведев и Карен Хачанов сохранили свои прежние позиции. Медведев 5-й, а Хачанов 16-й. Перейдем к событиям якутского спорта. Сборная республики по боксу вылетела в Улан-Удэ, чтобы выступить на чемпионате Дальнего Востока. Соревнования стартуют завтра и продлятся до 3 октября. Об этом сообщает ЕСЯ. В честь Якутии представят 10 боксеров. Отмечается, что данные соревнования станут отборочными на чемпионат России, который планируется провести в ноябре. Игроки детской команды «Заря» стали бронзовыми призерами турнира «Анапа. Мяч и шляпа» среди футболистов 2010 года рождения. Соревнования, участие в которых приняли 6 команд из разных регионов страны, прошел в Анапе в рамках учебно-тренировочных сборов. Отметим, что ранее на этом же турнире воспитанники «Зари» 2011 года рождения также смогли зайти на 3-ю ступень пьедестала. Таковы главные спортивные новости к этому часу. Занимайтесь спортом и будьте здоровы!